Изеннерарлы Архаста, Чарадынар Магапюн Гючилых Назарга, Анам Тогазан Пастирха. Добрый день, уважаемые гости и участники конференции. Позвольте мне открыть 4-ю международную конференцию, посвященную сохранению и развитию языков и культур коренных народов Сибири. Прошло чуть более 10 лет со времени проведения первой международной конференции с таким же названием, которая состоялась в 2005 году, и, наверное, многие из вас принимали в ней участие. Она состоялась при поддержке Совета Европы, Бюро по международным научным обменам IREX и Университета Аризоны США, а также Институт этнических исследований Словении, Министерство образования и науки Республики Хакасия и первого ректора Хакасского государственного университета Валентина Анатольевича Кузьмина. Резолюция той конференции, направленная руководителям органов власти Сибирского федерального округа и Республики Хакасия, способствовали реализации рекомендаций, связанных с развитием республиканского языкового законодательства. Обсуждение результатов научных исследований по актуальной проблеме сохранения и развития этнокультурного наследия народов Сибири с учетом российского и зарубежного опыта продолжалось в рамках последующих конференций, которые стали традиционными для нашего университета. По их итогам, совместными усилиями мы сумели выработать соответствующие стратегии и рекомендации, которые во многом определяли направление нового научного поиска. К сожалению, не все участники, включенные в программу, смогли приехать и принять очное участие в нашей конференции, но многие прислали свои доклады или тезисы, которые включены в сборник, который вы получили при регистрации. Среди них известные зарубежные ученые, участники первой конференции 2005 года, которые поддерживают постоянные продуктивные связи с нашим университетом. Это, в частности, Донал О'Реган, соавтор Европейской хартии региональных или миноритарных языков, первый президент Европейского бюро малоиспользуемых языков, председатель сообщества ученых Абакан Экшн, которое было создано в Абакане с участием Валентина Анатольевича Кузьмина. Профессор Маккарти принимает участие в нашей конференции в дистанционном режиме. Благодарю всех соорганизаторов сегодняшней конференции, Хакасский институт развития и образования и Министерство образования Республики Хакасия, а также Министерство национальной и территориальной политики и Министерство культуры за весомый вклад в организацию конференции. Благодарность всем участникам конференции за вклад в исследование и решение актуальных проблем лингвоэкологии и поликультурного образования. Надеюсь, что наш совместный интеллектуальный и нравственный поиск, обмен опытом и идеями будет способствовать укреплению миноритарных языков и мультикультурализма, единства народов в богатстве и разнообразии их культур и языков. И теперь позвольте мне, пожалуйста, перейти к части приветственной нашей конференции. И я с большим удовольствием хочу предоставить слово для приветствия проректору по науке и инновациям Хакасского государственного университета Андрею Анатольевичу Попову. Спасибо, Тамара Герасимовна. Добрый день, уважаемые коллеги из ИНР. Я рад приветствовать вас от лица руководства вуза на нашем мероприятии. И горячо поздравляю всех от имени лично от Татьяны Григорьевны Красновой, нашего ректора, которая, к своему большому сожалению, не смогла сегодня присутствовать. Но всем нашим гостям, участникам конференции, самые лучшие пожелания проведения активных дискуссий и обмена опытом. Уважаемые друзья, мы рады, что университет снова стал центром для обсуждения актуальных проблем, посвященных вопросам сохранения наследия, сохранения и развития языков и культур коренных народов. Университет собрал сегодня на конференцию и ученых, и представителей органов власти, и сотрудников сферы культуры, и общественных объединений из разных регионов России и зарубежных стран. Сюда пришли все те, прибыли,
кто объединен стремлением к решению проблем изучения, сохранения и развития языков и культур коренных народов. Отечественными специалистами, в том числе Республики Хакасия, проводится большая работа по документации, сохранению и развитию миноритарных языков и культур. Какова же роль в этом Хакасского государственного университета? В нашем вузе научное направление исследования языка, истории и культуры коренных народов Южной Сибири официально признано решением коллегиального органа ученого совета одним из приоритетных направлений научных исследований. По этому направлению в университете проводится работа профильными кафедрами Института филологии и межкультурной коммуникации, Института истории и права, Института искусств, Института непрерывного педагогического образования и научно-исследовательского института, Института гуманитарных исследований Саяно-Алтайской тюркологии. Университет проводит исследования истории региона, в том числе по выявлению и сохранению объектов культурного наследия республиканского и федерального значения. Материалы исследований представляются в музее истории, археологии, этнографии вуза. Учеными Института искусств осуществляются работы в области народной музыки, декоративно-прикладного искусства Хакасии. Исследуются проблемы сохранения художественных традиций этнической культуры народов Южной Сибири. Изучаются вопросы поликультурного и этнокультурного образования. Особое место в исследовательской работе университета занимает изучение хакасского языка и литературы. Учеными вуза проводятся исследования языка и в области синтаксиса, грамматики, семантики, диалекты хакасского языка. Проводятся социолингвистические исследования, дающие ответы на вопросы о состоянии языковой ситуации на территории. Собраны данные многолетних исследований межкультурного взаимодействия этнических и межконфессиональных групп в Южно-Сибирском регионе. За предшествующие 5 лет учеными университета по проблематике, обсуждаемой на сегодняшней конференции, опубликовано 38 монографий, 2 словаря. Ученые университета являются авторами и соавторами учебных, учебно-методических материалов по хакасскому языку для вуза, которые внедрены в наш учебный процесс, а также учебных и учебно-методических материалов для школ Республики Хакасия. На научные исследования и разработки по обсуждаемой тематике за предшествующие 5 лет было привлечено более 34 миллионов рублей. Это средства, полученные по итогам конкурсов, это средства федерального бюджета в рамках государственного задания Миноборнауки России. Это средства, полученные из федерального бюджета по грантам Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, по грантам президента Российской Федерации. Это средства, полученные из республиканского бюджета в рамках целевых программ, кураторами которых являются Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство культуры, Министерство национальной территориальной политики. А также значительные средства университет вкладывает собственные для проведения приоритетных исследований. Университет выполняет особую миссию в вопросах подготовки национальных кадров для экономики и социальной сферы Республики Хакасия по широкому спектру направлений подготовки по программам и высшего, и среднего профессионального образования. И мы знаем, что важнейшим элементом вообще сегодняшней научной жизни, да я бы сказал, вообще социальной, стало общественное обсуждение вопросов научных исследований. И формой обсуждения, такой одной из успешных форм, является конференция. Сегодняшняя конференция – это прежде всего, я полагаю, возможность поделиться опытом, а такая необходимость назрела, тем богатым опытом, который сегодня существует по исследованию обсуждаемых вопросов и в Хакасии, и в России, и опыт наших зарубежных партнеров. Открываемая сегодня конференция – это фактически в том числе и срез
На сегодняшний день тематики исследований, которые проводятся в мире, это возможность определить, скорректировать приоритеты научных исследований. Но и, безусловно, это возможность установить личные контакты, получить актуальную информацию и выстроить свои планы научной деятельности на ближайшее время. Уважаемые коллеги и участники конференции, я выражаю благодарность всем нашим гостям, которые проделали немалый путь, чтобы прибыть сюда, а также нашим соорганизаторам конференции, Министерству образования и науки Республики Хакасия в лице Юрия Гавриловича Сагалакова, заместителя министра, Министерству национально-территориальной политики в лице министра Дмитрия Александровича Тодышева, всем, кто принял активное участие в этой работе. Отдельную благодарность я выражаю своим коллегам, Институту северно-алтайской тюркологии за проведенную работу. Тамара Грязьевна, лично вам. Огромная работа проведена. Вы, коллеги, видите, уже подготовлен очень серьезный сборник материалов конференции. Всем тем, кто прибыл сегодня и представляет свои доклады, ваше участие, дорогие друзья, очень серьезно поднимает уровень нашей конференции и наполняет ее значимым содержанием. Спасибо вам большое. Успехов! Спасибо, Андрей Анатольевич. Я с удовольствием хотела бы предоставить слово нашему гостю Абдувалиеву Ибраиму Абдувалиевичу, который представляет Академию наук Кыргызстана. Ибраим Абдувалиевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом лексикологии и терминологии Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской республики. Есенсіздербі, қадырлуу хакасиялық тұрғандар, мен Қырғыз Республикасының Ұлттық Илимдер Академиясының Чингиз Айтматов атындағы Тил жана Адабият институтунан келдім. Здравствуйте, дорогие хакасские друзья, коллеги. Я приехал из Кыргызстана, из Национальной академии наук Кыргызской республики, Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова. Привез большой привет из Кыргызстана, из ученых нашего института, Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова. Хакасия для нас, как сказать, как родная. Наш язык общий, как сказать, и история тоже общая. Ведь кыргызы жили несколько десятилетий тому назад на берегах Енисея, и мы это очень хорошо помним. Об этом писали известные ученые, востоковеды России и Советского Союза. Так, и наши ученые тоже исследовали Хакасии, хакасский язык. Мы знаем, что академик Батманов Игорь Алексеевич в 50-е годы 20-го столетия несколько раз с экспедицией побывал здесь, в Хакасии, в Туве, и на Алтае, и в других местах Сибири. И вот собирали
фольклорные материалы, изучали языки хакасский, шорский, тувинский, алтайский и опубликовали несколько книг. И вот после этого связь прервалась, и только в прошлом году мы здесь в Хакасии побывали с научной экспедицией, организованной Академией наук Кыргызской Республики, и побывали в нескольких сельских местах, поговорили с хакасами на хакасском языке, записывали тексты. Конечно, побывали и в Туве, и на Алтае. И вот снова мы держим связь с этим регионом Южной Сибири, в частности, Хакасией. И вот я очень рад, что на этой научно-практической конференции меня, как сказать, пригласили. Я с удовольствием приехал из Кыргызстана, приехал, как сказать, за 2 дня, как по-кыргызски говорят, сначала конем, потом на машине, самолетом, на поезде и автобусом до Абакана. Так. Хакасский государственный университет имени Катанова, то есть Николая Федоровича Катанова, как сказать, делает очень большую работу, проводив такую конференцию, посвященную сохранению и развитию языков и культур коренных народов Сибири. Так, в частности, Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии, который непосредственно занимается сохранением и развитием культур коренных народов Сибири, делает очень большую работу. И я из Кыргызстана привез небольшой подарок. Кыргызско-русский словарь, выпущенный в 1965 году. Правда, этот экземпляр сейчас нигде не найдется, только в библиотеках, а это новый экземпляр у нас. Национальная комиссия государственного языка при президенте Кыргызской Республики переиздавал этот словарь, кыргызско-русский словарь. Этот словарь имеет очень большое значение. Выпущенный в 1965 году, тогда еще Юдахин Константин Кузьмич, он сам, как сказать, сам составил и сам издавал. Через 2 года получил государственную премию СССР за эту книгу. Вот. Я думаю, что по этой книге и здесь аспиранты, ученые, студенты будут заниматься изучением кыргызского языка, не только кыргызского языка. Здесь очень много слов, которые были забыты кыргызами и другими родственными тюркскими языками. И вот эту книгу я принес в подарок для библиотеки,
Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской филологии. И желаю успехов в работе этой конференции. Спасибо за внимание.